7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Этому правилу Рамзан Дадаев следует неукоснительно, когда берется за любую работу. В строительной сфере мастер трудится уже более 10 лет. На этом объекте он отвечает за фасадные работы. Мы непосредственно занимаемся фасадом, ну и композитный материал обшиваем здание. Сложная у вас работа? Да как сказать. Сложно то, что на крыше будем работать, а так внизу нет. Поликлинику на 300 посещений в смену начали возводить 2 года назад в рамках программы по сейсмоусилению на территории Сунжинской районной больницы. Общая площадь четырехэтажного здания около 8 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены и отдельные помещения для женской консультации на 100 посещений в день. Согласно проекту, четырехэтажное здание поликлиники будет состоять из 3 функциональных блоков. Здесь предусмотрены помещения для травматологического, рентгенодиагностического отделений, кабинеты для ректоромоноскопии и гастроскопии. Также в здании оборудуют клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты врачей и другие помещения для медперсонала. Сунжинская районная больница построена еще в середине прошлого столетия. В нескольких зданиях расположены поликлиника, детское отделение и стационар. Амбулаторный прием рассчитан только на 200 посещений в смену. Новый корпус в первую очередь снимет нагрузку на поликлинику и даст возможность принимать больше пациентов. Скажем так, он для стационара сейчас у нас будет. Естественно, это в перспективе очень даже большое подспорье. Почему? Потому что у нас в основном корпуса старые, 1957 года постройки, и поэтому все эти отделения, которые ютятся в этих маленьких старых корпусах, будут многие переведены в новый корпус, и, естественно, будет расположение у нас наиболее шикарное, наиболее удобное. К этому времени строители уже заканчивают внутреннюю отделку нового здания, а снаружи ведутся работы по установке всех необходимых коммуникаций. Особое внимание уделяют системе вентиляции с учетом всех норм пожарной безопасности. Оцинкованные воздуховоды обрабатывают специальным негорючим составом. В случае пожара в здании предусмотрены специальные помещения с дверьми, которые в течение часа выдерживают температуру в 300 градусов. Вот мы как раз таки находимся в этом помещении. Тут стоят 2 двери. Здесь справа и слева они идут как бы противопожарные двери, которые держат 60 минут огонь. Вот это отверстие для того, чтобы подать кислород человеку. 2-3 человека могут находиться, до 5 человек могут находиться, она будет справляться. Отверстие на потолке, оно нужно для того, чтобы дым, который будет попадаться в это помещение, чтобы он вытягивал его, чтобы люди не задохнулись. И таких помещений здесь на каждом этаже по 4 штуки. В корпус планируют завести самое современное оборудование для оказания качественной медпомощи по всем направлениям. Прилегающую территорию также планируют благоустроить и разбить парковую зону, где смогут отдыхать и пациенты, и их посетители. Тут идет благоустройство, тут идет озеленение, деревья, асфальт. Тут идет брусчатка, можно сказать. Да, это все будет устраиваться полностью, ну и так далее. Строительство объекта будет завершено до конца этого года, а старые корпуса со временем снесут. После введения в эксплуатацию в новом учреждении будет создано 220 рабочих мест. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.